сидела в компе, как всегда монтировала видео, как вдруг в комнату влетело оно. Оно было не похоже на человека, ну а потом я врубилась, что это моя подруга. Я ей сказала: стучать не учили? Мась, ну ты чё, какое стучать? Мы же подруги, правильно? Ну в общем так, Мась, я ночую у тебя, да? Зачем? Ну меня типа этот муж выгнал из дома, да. Как выгнал из дома? За что? Ну он дебил, короче, сказал, что я готовить не умею. Ночуй где хочешь, но не у меня. Эй, ну мы же подруги типа. Одна ночь. Ой, спасибоньки, Мася, ну я побежала. Куда ты побежала? 10 часов ночи. А, ну да, ну спать меня уложи, да. Иди за мной. Я отвела подругу в свою комнату. И чё, мне тут ночевать, да? У бомжов дома и то лучше. У бомжов нет дома. Но если бы был, у них бы он был лучше. Так, ложись спать. Я вышла из комнаты и решила принять ванну, как вдруг опять зашло оно. Я сразу поняла, что оно это подруга. Я сразу же сказала: ты чё хочешь? Ну, я услышала звуки, захотела принять ванну. Спать пошла? Так вот ты как к подруге обращаешься. Сама принимаешь ванну, с меня бомжа делаешь. Боже, иди мойся, обойдусь. Ну ты, Слана, отвали отсюда, я буду мыться. Я вышла из комнаты, вся злая, готовая растерзать подругу, чтобы успокоиться, пошла читать. И тут оно снова зашло в комнату. Я сразу же сказала: что, уже помылась, да? Ну типа да, такая тихо, думала, может, ты дура, спать иди. Я волновалась тебя, ты еще обзываешься. Ну извини. Такая подруга. Все, я спать. Подруга вышла из комнаты, готова была зарубать ночью, но до этого не дошло. Легла спать. Ночью подруга опять разбудила со словами: Мась, не страшно, можно я к тебе лягу? Ты и так со мной лежишь, чего тебе страшно? Сказку может еще почитать? Отличная идея, Мась, давай читай. В общем, подруга.